Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об истории ингушской государственности. Гость нашей программы – кандидат политических наук, заведующая отделом истории Ингушетии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Лейла Арабханова. Лейла, здравствуйте! Здравствуйте! Точкой отсчета ингушской государственности принято считать 7 июля 1924 года, когда в результате распада Горской республики образовалась Ингушская автономная область. Хотелось бы начать с предпосылок, с предыстории обретения автономии. Каким было административно-территориальное положение Ингушетии накануне обретения автономии, накануне образования Ингушской автономной области, и о развитии Ингушетии в составе Горской республики. Об этом хотелось бы поговорить. Да, надо отметить, что вот за период своего формирования и развития Ингушетия, она прошла через различные формы автономии в составе России. Сперва в Горской республике, в Горской ССР, затем как Ингушская автономная область. Это вот первый был опыт самостоятельного развития, затем уже в составе Чечено-Ингушской автономной области, потом ЧССР, и потом уже Ингушская республика и Республика Ингушетия. Вот в таких вот формулировках были названия республики, пока вот она развивалась в процессе своего становления и вот дальнейшего развития. Здесь надо сказать, что вот сегодня мы являемся неотъемлемой частью Российской Федерации, и у нас есть возможность сегодня акцентировать внимание на том, какие этапы давали возможности развития как социально-экономического, так и политического развития. В целом вот, относительно его состояние за весь период развития. И здесь надо сделать акцент на том, что в процессе вот становления самой Российской Федерации, вот как федеративного по форме образования государства в составе СССР, то здесь надо отметить, что еще в 1922 году был разработан проект автономизации, который предполагал вхождение национальных и территориальных регионов, субъектов в состав России. Значит, это вхождение предусматривало их состояние как независимых республик в составе Российской Федерации. И здесь, конечно же, потребовалось достаточно много времени, даже, можно сказать, несколько десятилетий для того, чтобы вот оформиться в качестве таковых, поскольку это был первый опыт для государства. И мы знаем, что те изменения, которые произошли в связи и с революциями, гражданской войной, они вот в корне изменили состояние как самого государства, так и тех народов, которые входили в состав сперва и царской России, потом и новой России и Советского Союза. Вот эти все обстоятельства, в принципе, вот они и легли вот в основу той вот новой территориальной концепции, в соответствии с которой состоялось вот, и само государство, и те демократические нововведения, которые коснулись национальных регионов, они в будущем и определили развитие вот этих самых субъектов Российской Федерации. И здесь надо еще сказать, что определяющим в этом механизме стали институциональный уровень, кадровый вопрос и культурно-языковая политика. Вот эти три составляющие фактора, которые в дальнейшем легли в основу автономного развития, будем говорить, тех вот субъектов, которые состоялись в дальнейшем в качестве и республик, и областей, то есть, в принципе, вот всех тех образований, которые вошли в состав Российской Федерации. То есть за вот эти несколько лет, Лейла, существования Горской республики, вот эта работа была проведена, да? Да, конечно, это был очень сложный этап и в плане идеологического развития, и в плане политического самоопределения для народа. И вот все те, будем говорить, вот те компоненты, которые сопровождали его в процессе его образования, они в конечном итоге и определили его развитие. Лейла, если говорить вообще в целом о Горской республике, на ваш взгляд, что это было? Это был действительно подготовительный этап, да, к самостоятельному уже развитию, да? Или цель вначале действительно стояла, чтобы создать вот такой крупный регион, да, северокавказский, получается, попытка создания такого крупного региона?
Но самой Горской республике тоже предшествовали различные образования, государственные территориальные образования, которые и определили в конечном итоге образование, создание, провозглашение самой Горской республики. Здесь То нужно... есть Терская область, да? Да, Терская область, поскольку вот если взять после Февральской революции, то мы видим, здесь идет активный подъем политической активности населения Северного Кавказа, Ингушетии в частности. В марте 2018 года на втором съезде народов Терека в Пятигорске было, значит, признано, что создана Терская Советская Республика в составе РСФСР. И, ну, конечно же, здесь были подчеркнуто определены вот те достижения, которые были в процессе вот, по итогам вот этих революций. И создание вот именно Терской Советской Республики и предопределило, и начавшаяся вот в феврале 2019 года гражданская война, она также внесла свои коррективы в эту самую вот составляющую его территориального устройства, поскольку, если говорить, то с февраля 2019 года по март 2020 года шли активные военные действия на территории Северного Кавказа. Гражданская война, она привнесла очень много изменений во взаимоотношения между народами, как между народами, так и вот другими народами, можно сказать, и Советского Союза, поскольку вот то участие, которое приняли представители Северного Кавказа в составе, значит, Советской Красной Армии против белогвардейского движения, против бечараховцев, против Деникинской армии, вот эти все события, они сплотили народы Северного Кавказа. Между ними, даже вот если проследить сегодня и по архивным документам, по тем делопроизводственным документам и протоколам, которые принимались вот в этот период времени, то мы видим, что происходит активное, значит, участие представителей именно руководства от северокавказских народов, которые многие решения принимали вместе. И вот это единение и позволило в конечном итоге победить и в гражданской войне, и прийти к каким-то вот другим различного рода вот решениям, которые в дальнейшем определили его. Но надо сказать, что Горская республика, она была не случайной. Не случайной, потому что о ней говорили уже в период гражданской войны. Еще Серго Орджоникидзе заявлял о том, что нужно создать Горскую республику. До Горской АССР, о которой идет речь с 21 по 24 год, которая просуществовала, была еще Горская республика, которая была произведена где-то около года тому ранее самой Горской АССР. То есть вот эти вот все образования, они были не случайны, и еще надо учитывать аспект экономический. По своей площади территория незначительная была в масштабах страны, и потому центральное руководство, вот, есть предположение, могло посчитать, что вот в таком вот едином контексте развитие горских народов скорее принесет больший результат, и тем более, что это был первый опыт для советского государства. Если мы говорим о Горской республике, она-то была образована еще в 1921 году, а образование СССР состоялось 30 декабря 1922 года. То есть, получается, Горская республика, она немного старше самого Советского Союза, но в Советской России ее, значит, развитие, образование сыграло свою роль, где-то положительную, где-то и отрицательную, поскольку, объединившись в Горской республике, некоторые, значит, народы уже с самого начала стали заявлять о нецелесообразности такого образования, заявили о своем выходе из Горской республики. И она, в принципе, уже с 22 года, с конца 22 года стала уже распадаться. Лела, то есть, ну, как вы сказали, это и преемственность, да, потому что до этого была Терская область, и как-то уже опыт управления, да, регионом в таких масштабах, и социально-экономической точки зрения так было удобнее. Ну, получается, определенно это была попытка вот, сохранения, можно так сказать, такого единого северокавказского региона.
Да, в принципе, так и получается, что любое образование, оно должно иметь какой-то базис, и вот в качестве такого вот экономического, политического базиса для дальнейшего развития вот именно советских автономий и послужила вот Горская республика. Ну, далее мы об этом скажем, конечно, здесь были ряд проблем, которые возникли в связи с распадом уже Горской ССР. Они были и до, конечно же, но в связи с распадом уже они более как бы открылись вот те проблемы и экономического характера, и политического характера. И эти проблемы, они долгое время продолжали оставаться, вот, будем говорить, при дальнейшем их развитии. Многие вопросы в связи с распадом, они в 1924 году не завершились, они продолжались еще и в 30-е годы решались. Проблемы, скажем так, это проблемы национального характера, да, послужили причиной ликвидации? Нельзя однозначно сказать, что это были причины, которые возникли вот, в отношениях между субъектами Горской республики. Были еще ряд причин, но они связаны были с тем, что политика администрирования, она предполагала создание более крупных административных образований, в том числе и создание Северокавказского края. Поэтому вот можно даже констатировать, что в связи с тем, что уже к моменту, когда вот Горская республика уже распадалась, к тому времени уже оформился Северокавказский край, и как бы в этом крае еще одно образование, оно как бы не вписывалось. То есть не только желание народов развиваться самостоятельно, да? Да, ну, надо понимать, что для молодого государства очень важно было перераспределить вот эти, будем говорить, вот эту субъектность в зависимости от ее как бы зональности, от того, где вот располагаются, значит, какие-то экономические центры, центры взаимодействия между регионами. И потому вот эти центры, они менялись, они меняются и до сих пор тоже. Но вот эта политика, она началась в связи с тем, что с образованием СССР по постановлению Совета народных комиссаров СССР и Президиума ВЦИК в апреле 1924 года произошла ликвидация Наркомата национальностей. И вот с этой наркомат по делам национальности, он выполнял те же функции, которые потом впоследствии были переданы в ЦИК и конкретно созданному вот отделу национальности при президиуме ЦИК. Вот передача этих полномочий, она как бы послужила началом того, что была вот по-новому представлена координация работы представителей автономных областей в Москве. То есть если раньше это управление, оно предполагалось по прямому такому вектору от центра до региона, то здесь уже вот первый раз было предложено создать представительство от каждого региона уже в Москве. И многие вопросы, связанные не только в целом по региону, даже вот по отдельным отраслям, по экономике, науке, образованию, были определенные представительства, которые вот входились в какие-то центральные органы управления. Допустим, если взять образование, то отдел образования в ЦИК, он прямо курировал работу отдела образования автономной области, допустим. В общем-то, как и сегодня, да. Да, вот Постпредство, да. Вот эти вот самые функциональные такие вот обязанности, которые выполнялись раньше наркоматом национальности, они были несколько перераспределены во ВЦИКе и уже были сформированы самостоятельные, более узкие направления деятельности. И такая вот реорганизация, она и по-новому как бы позволила построить работу как самих регионов, так и вот центра тоже. И вот в 1924 году, после того, как был создан Северокавказский край, он, значит, временный краисполком сперва создал, первый вот был проект представлен районирования, и в этом проекте вот было представлено 21 административная единица, это 12 округов, 2 города на правах округов, 6 автономных областей и 1 автономный округ. Вот в таком составе был представлен проект устройства Северокавказского края, и здесь отношения совершенно изменились, потому что после того, как провели у себя съезды на местах региона Северного Кавказа, но, возможно, это была инициатива, которая спускалась и от центра,
сами регионы, в том числе и Ингушетия, и Северная Осетия, и другие субъекты, бывшие в составе Горской республики, они заявили о своем желании войти в состав Северокавказского края. Вот таким вот образом стали производиться самые первые вот такие территориальные образования, которые сложились в период после развала Горской республики. Лейла, начальный этап развития Ингушской автономной области, вот руководство области, структура власти, головные учреждения, вообще как была выстроена система управления? И вот что интересно еще, Лейла, это было вот типично для всех регионов или были какие-то свои особенности именно в Ингушетии? Всегда, когда происходит подобного рода территориальные изменения, конечно, здесь бывают и частности, бывают и какие-то общие моменты. Но вот что касается Ингушетии, после того, как она вышла из состава Горской республики, на правах районов здесь были образованы Псидавский, Назрановский, Галашкинский и пригородные районы, а Владикавказ одновременно остался столицей Ингушетии и Северной Осетии. И в январе 25 года в Ростове-на-Дону начал свою работу первый съезд от Северокавказского края, на котором были приняты основные вопросы, которые касались выборов партийного руководства. И для того, чтобы представить будущий кадровый состав, были делегированы полномочия партийным активам самих регионов. На тот момент, значит, партийную организацию и ингушскую, и Владикавказскую, и осетинскую, и Сунжинского округа представлял Идрис Бейсултанович Зязиков. После его выступления на первом съезде по поводу решения, значит, кадровых вопросов и кадрового состава вновь образованной Ингушской автономной области, его кандидатура была представлена в качестве секретаря обкома Ингушской автономной области, и вот первым руководителем субъекта стал Идрис Бейсултанович Зязиков. Как мы знаем, это легендарная личность, его значение в истории России, в истории республики остается значимым до сих пор. Он занимал ключевые посты и в Горской республике? Да, конечно же, и в Горской республике, и в самой Ингушской автономной области очень много было принято важных, правильных, результативных решений с его участием. Это был человек, который мог координировать сообщество разных народов. Это был человек, который мог управлять должным образом так, чтобы быть примером, выступать вот образцом для других. Его опыт заимствовали очень многие наши кадровые работники, и его слово всегда было весомо. Его выступления имели особое значение и как в Ингушской автономной области, так и вот на разных площадках, в любом формате, будь то съезд или же какие-либо совещания. Его идеи, его инициативы, предложения очень часто были поддержаны, потому что они имели весомое значение для развития экономики, политики. И надо отдать должное, что Идрис Бейсултанович Зязиков все-таки вот стал ключевой фигурой в этой политике. Его соратники, его друзья, которые всегда были с ним рядом, поддерживали его. Это и Али Исаевич Горчанов, это и Юсуп Албагачиев, это и Арцханов Хизир, это Муса Саутиев, это и Налук Мальсагов. Очень много фамилий, имен, которые мы можем сегодня назвать, которые в различных направлениях развивали Ингушскую автономную область. Для многих регионов политика развития начала 20-х годов имела сложные какие-то вопросы развития, поскольку не было подготовленных кадров. Вопросы образования всегда оставались очень актуальными. Процент образованных людей в среде национальных окраин было очень мало. И потому вот для того периода так получилось, что в Ингушетии таких подготовленных кадров с хорошим высшим образованием оказалось достаточно много. И вот эта подготовка, она и послужила вот такой вот основой для того, чтобы уже с самой автономной области с 1924 года наладить все вопросы развития вот Ингушской автономной области.
Лейла, о социально-экономическом развитии Ингушской автономной области хотелось бы поговорить. 10 лет – это, конечно, в историческом плане сравнительно небольшой такой срок, но очень многое было сделано за это время. В целом, если так сказать, основные вот какие-то крупные объекты, да, которые были построены, именно социально-экономическое развитие. Здесь, вот, чтобы сказать, как развивалась экономически республика, надо отметить, что развитие происходило следующим образом. Когда Ингушская автономная область выделилась и определилась как самостоятельный субъект, то ее территория была поделена по ее ландшафтным характеристикам. Горный, предгорный район и равнинные районы. Два района были равнины, это Назрановский и Псидаховский. Если учесть, что территория, общая площадь республики, она составляла 3000 квадратных километров, то значительная ее часть, она оставалась горной. А в горных районах, как мы знаем, основной массив был подкрыт лесом, лесной массив. Как таковых пастбищных земель было очень мало, тем более в горном районе, в предгорном еще частично, да, сельское хозяйство развивалось. И в горном, и предгорном районах здесь имели возможность развития животноводства. У нас всегда было развито отгонное животноводство. А вот что касается посевных площадей, то здесь их было очень мало. А 2/3 территории равнинных районов, они относились именно к посевным площадям. И потому мы характеризуем экономически регион для того периода. В основном это была аграрная республика. Но уже к 30-м годам надо сказать, что хотя до того, как мы потеряли город Владикавказ, значительное развитие у нас имела и промышленность тоже, потому что были и заводы, и фабрики, и были такие производства, которые были связаны именно с промышленным развитием. Это различные заводы и фабрики, которых впоследствии мы потеряли, утратили. Но в целом надо сказать, что развитие Ингушетии за эти 10 лет шло самым активным способом. И очень большим достижением для нас стало, что уже в городе Назране имелись свои предприятия, в том числе и мельзавод на тот период времени давал очень хорошие результаты. Надо сказать, что инициатива, которая была именно от Ингушской автономной области о строительстве Алханчурского канала, инициатива исходила от Идриса Зязикова и Али Горчанова, которые впоследствии и поддержали, и продвинули данный проект. И разработка этого проекта и реализация его тоже дала очень большие плюсы для развития сельского хозяйства. Это был, проект протяженностью 58 километров, который позволил оросить все сельскохозяйственные поля на протяжении всей этой площади. В принципе, несколько республик, они могли таким образом обеспечить орошаемыми земельными наделами, которые возводились на тот период времени. Конечно, не только для Ингушетии эта проблема была решена, получается. Да, для Осетии, для Ингушетии, для Чечни эта проблема была решена. И мы пользуемся и сегодня результатом этого решения, да? Да, результат этого решения сегодня он тоже есть, потому что Алханчурский канал сегодня он еще у нас продолжает орошать наши поля. Значение этого оросительного канала и сегодня играет большую роль, потому что те функциональные способности, на которые рассчитывала и проект, и наша республика, когда его инициировали, построили, и сегодня он выполняет те же функции. Мельзавод тоже до сравнительно недавнего времени он функционировал, да, на протяжении нескольких десятков лет. Да, надо отдать должное, мельзавод тоже очень долгое время продолжал выполнять свои функции. И буквально в последнее время он пришел, так сказать, в негодное состояние. Но, в принципе, весь период советского государства, можно сказать, что этот завод выполнял свои обязанности. Мы знаем, что и курорт Арамхи, да, строительство было как раз-таки в те годы. В те годы, да, было еще инициировано строительство курорта Арамхи.
и налажен выпуск минеральных вод. Это была вода и Ачалки, и Арамхи. И эти инициативы также были поддержаны в Ингушской автономной области. И вот в течение этих 10 лет вот данная инициатива, она тоже имела большое значение для курортов Северного Кавказа и для курорта России. То есть многое из того, чем мы сегодня пользуемся и гордимся, заложено вот в те годы и поставлено, скажем так. Да, но есть еще вот такие даже моменты, которые нужно отметить. Допустим, если взять западную часть, то такие магистрали, как военно-грузинская дорога, хотя она затрагивала только окраину нашей республики тогда, но тем не менее имела большое важное значение для различных выполнения торговых задач, значит, которые обеспечивали бы дорожную сеть. В этот период времени проведены были такие вот узловые дороги, которые соединяли города с районами, районы с селами, и горные села были, не сказать, что это были хорошие дороги, но тем не менее вот грейдерные дороги уже были построены в этот период времени. Некоторые горные районы, конечно, они были труднодоступны, особенно вот зимний-весенний период или поздней осени до начала вот весны. Практически многие оставались недоступными. Но, тем не менее, вот в течение этих 10 лет были построены очень многие дороги, которые соединяли районы и города. О культурно-просветительской работе, если говорить, Лейла, вот что было сделано за эти 10 лет. Ну, мы знаем, что в это время в целом в стране шла работа по ликвидации безграмотности, ну, так называемый ликбез, события, которые происходили в этом плане, именно у нас, что происходило в целом в стране, да, и вот в частности в Ингушетии, как эта работа проходила, культурно-просветительская. Вопрос образования, вопросы науки, культуры, они тоже были в приоритете на тот период времени. Хотя самые первые школы были у нас открыты и функционировали еще в период до Октябрьской революции, но тем не менее после периода гражданской войны особенно очень широко стала развиваться сеть школ, сельских школ, городских школ. Были открыты такие вот учебные заведения, как сельскохозяйственный техникум, был открыт научно-исследовательский институт, заработал первый театр, его основоположником выступил известный писатель Булгаков. На этот период времени надо отнести еще и создание сети библиотек, которых не было еще в истории. То есть именно вот созданием Ингушской автономной области вот были созданы библиотеки и районные, и городские. Но это было связано с тем, что вот политика ликвидации неграмотности, та политика, которая была направлена на коренизацию, особое значение в этот период времени стало уделяться национальным языкам, перевод документооборота на национальные языки, то есть чтобы они были и на русском, и на языках народов России. Вот эта политика, она имела очень важное значение для развития национальных областей. Они позволили сформировать и учебники для национальных школ. Это позволило для нашей республики, допустим, еще в Горской республике впервые стала издаваться газета «Сердало». И на момент образования Ингушской автономной области эта газета имела очень большую популярность среди нашего народа. До сих пор газета у нас выходит. И эта газета, она стала для нас одним из важных источников истории нашего народа. Если в каких-то моментах документы, архивные документы были утрачены, то если отследить сегодня вот выпуски этих газет, то есть возможность увидеть, как развивалась и литература, и культура, и искусство, и история. То есть эта газета, она явилась отражением не только самой истории, вообще истории повседневности, потому что газета, она показывала и экономические достижения, и политические достижения, участие в различных мероприятиях социального характера, общественно-политического характера, это и выборы. То есть вот эта газета, она стала таким вот открытым источником для и современных деятелей науки и образования. Сегодня мы можем говорить о том,
Допустим, если даже взять литературу, наши литераторы отмечают, что были очень многие произведения, которые в свое время не были опубликованы с начала образования Ингушской автономной области. И некоторые писатели, они свои произведения публиковали вот в этой газете. И сейчас они стали достоянием для нашего народа, хотя эта газета, она написана на латинском шрифте, тем не менее, сегодня у нас есть возможность читать вот те произведения, которые считались утраченными. В принципе, достижений для этого периода было достаточно много и в культурной сфере, и в образовательной, и в научной сфере. В этом году мы отмечаем 100 лет Ингушскому научно-исследовательскому институту, будет в ноябре. Это тоже стало большим достижением для Ингушской автономной области. Именно вот та политика администрирования, которая произошла вот в период после развала Горской республики, она и позволила определить дальнейшее развитие науки Северного Кавказа. И Северокавказский научно-исследовательский институт краеведения, он был поделен на Ингушский научно-исследовательский институт краеведения и Северо-Осетинский институт краеведения. Вот таким вот образом определилось начало развития науки, хотя ученые Ингушетии, они работали и в Северокавказском институте, затем и в научно-исследовательском институте Ингушетии тоже. Здесь надо еще отметить, что были выдающиеся такие личности, которые приняли участие и заложили, можно сказать, основу краеведения. Их числе вот, они и были сотрудниками и научного института, и музея краеведения при институте, который был, это Хаджибекар Ахреев и Гази Магомед Даурбеков. Архивные документы, они сегодня нам позволяют увидеть, в какой степени, какое участие принимали наши ученые вот, и в работе Северокавказского научного института, и в работе Ингушского НИИ краеведения. Заурбек Мальсаков, да, основоположник многих направлений культурно-просветительских. Да, будучи, значит, представителем Ингушского облисполкома, он непосредственно участвовал во многих совещаниях, сам выдвигал какие-то инициативы, продвигал эти инициативы и работал в самом научном направлении тоже. То есть без изгознания было сделано достаточно много в тот период времени. И здесь надо сказать, что наши ученые, они совместно с такими известными учеными, которые в свое время были направлены сюда для изучения края, различных его направлений, в том числе и Семенов, и Шеблыкин. Вот они совместно и выполняли вот эту важную задачу изучения края. Это были не только гуманитарные исследования, это были исследования и в области сельского хозяйства, и в области изучения недр земельных, недр изучали они, значит, все ископаемые, которые находились на территории Ингушетии. И эти исследования, они потом получили свое отражение во многих публикациях, которые вот были опубликованы учеными в тот период времени. Изучению истории, археологии, в частности, да, в это время уделялось огромное внимание? Самое большое внимание, да, вот самое большое внимание в этот период времени, поскольку институт был не просто институтом краеведения, а здесь очень важное направление работы было изучение археологии и истории края. Отдельные группы исследователей были направлены вот, в течение долгого времени, причем они изучали и башенную архитектуру, изучали горную Ингушетию, ее флору и фауну. И такие вот экспедиции, они планировались и проводились научным институтом краеведения очень часто. В принципе, вот основное время, летнее время, они старались проводить именно вот в экспедициях и изучали целые вот комплексы, башенные комплексы. И, конечно же, попутно они, наши художники и Ахриев, потом впоследствии и Даурбеков, делали очень важные зарисовки. Они посещали семьи, зарисовывали очень многие и орнаменты того периода. Они изучали быт жителей горной Ингушетии, и такие записки тоже они оставили. Изучали еще лексикологию. Отдельные экспедиции были направлены в горную Ингушетию для того, чтобы изучить язык и жителей горного Джайрахского района, и язык бацпиев.
такие исследования тоже проводились, они были значит, запланированы с целью проведения таких вот сравнительных изысканий, сравнительных исследований для того, чтобы изучить вот общее и особенное в лексикологии. Вот такие работы, они тоже у нас сохранились. Лейла, вот подходя к 1934 году, да, когда была ликвидирована Ингушская автономная область, произошло объединение с Чечней, да, причины основные? Ну, мы уже отмечали, что вот эта политика районирования, она не имела конца, изменения продолжались с самого начала образования Советского Союза. Районирование проводилось прежде всего в экономических целях. И здесь вот надо сказать, что это было решение не одного дня, поскольку еще в самом начале образования автономных областей и Чеченской, и Ингушской уже тогда были заявлены вот такие инициативы со стороны центра из Москвы о необходимости объединения. Были разработаны некоторые направления, возможные направления и экономической деятельности, и образовательной. Не менее важным считалось даже вот принадлежность, языковая принадлежность тех или иных народов, их объединение, хотя здесь абсурдным было то, что объединили Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, хотя они совершенно разные по языковой принадлежности, языковой семье. Но, тем не менее, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, они по территориальному принципу были все-таки объединены. А вот что касается объединения Ингушской и Чеченской автономной областей, то здесь, на мой взгляд, определяющим стало то, что экономические какие-то характеристики и расположение территориальное, оно давало возможности объединения Чеченской и Ингушской автономных областей, имело определенные предпосылки, еще начиная с момента, когда они образовались после выхода из Горской республики. Уже тогда были некоторые инициативы, которые как бы хотели объединить эти два субъекта. Эта работа продолжалась на протяжении нескольких лет, до 1934 года, пока вот не было объявлено о том, что будут объединены Чеченская и Ингушская автономные области. И в качестве его формообразующей, опять же, осталась автономная область. И потом уже в 1936 году Чечено-Ингушская автономная область уже была преобразована в Чечено-Ингушскую автономную республику. Надо предположить все-таки, что это были прежде всего экономические какие-то посылы, которые хотели реализовать в центральном руководстве страны. И потом только, возможно, какие-то другие обстоятельства. Но для Ингушской автономной области вот это объединение, оно имело несколько таких вот нежелательных моментов, поскольку это привело и к утрате города Владикавказа, и все, что было наработано за эти 10 лет. То есть, надо сказать, за исключением Малгобека, мы практически утратили вот ту промышленную часть развития вот нашей республики, поскольку все заводы, фабрики, все вот отрасли, которые были связаны с промышленным производством, они остались в городе Владикавказе. И потому вот эта потеря для Ингушетии, она оказалась очень как бы ощутимой. И последствия этого объединения – это прежде всего утрата города Владикавказа, а в будущем, конечно же, и утрата своего культурного и политического центра тоже, поскольку многие представители руководства и партийного советского руководства, которые были раньше, находились в управлении в городе Владикавказе, и те, кто занимали руководящие, не только руководящие должности, то есть те, вот будем говорить, государственные гражданские служащие, которые были заняты в различных сферах деятельности республики, они вынуждены были переехать в город Грозный для того, чтобы продолжить эту работу. Ну и, конечно же, то, что Ингушетия уже обрела как бы второстепенное значение в субъекте. Если раньше определяющим был сам субъект, то теперь уже субъект оказался уже как бы на втором месте.
Вот эта база основная, да, которая находилась во Владикавказе и в промышленном плане, и в культурном плане, она была, получается, утеряна. Конечно, здесь еще есть такой важный момент, как, допустим, что касается сферы образования, развития науки, культуры. Все учебные заведения остались во Владикавказе, допустим. Научно-исследовательский институт, он был, хотя и поделен, но не в значительной части. Вот те предметы, те экспонаты, которые были в Музее краеведения во Владикавказе, они были переданы в Чечено-Ингушский музей краеведения уже в свою очередь. Институты были объединены, а непосредственно те вузы, которые функционировали во Владикавказе, они были как бы для нас полностью утрачены. Теперь уже, конечно же, нужно было строить жизнь по-другому. На территории уже ЧССР, в пределах Ингушской бывшей автономной области, оставались только вот Назрановский сельскохозяйственный техникум. И, в принципе, вот других учебных заведений у нас не оставалось. И теперь уже высшие учебные заведения мы должны были уже заканчивать уже новой столице. Лейла, подводя итоги, да, периода существования Ингушской автономной области, мы уже сказали о том, что многое из того, что мы сегодня имеем, чем мы сегодня гордимся, заложено в те годы, да, и спустя десятилетия была восстановлена ингушская автономия в июне 1992 года. Определенно это исторический опыт, да, успешный опыт своей государственности, своей автономии, да, благодаря вот этому опыту, да, на этом опыте можем мы сказать определенно, что вот в 1992 году была восстановлена ингушская автономия, ингушская государственность. Потому что, как мы уже отмечали, многое из того, что у нас сегодня есть, заложено именно в те годы. Конечно, в народе идея создания собственной республики, она не утрачивалась, она всегда жила, она была жива, и вот для нас образование Ингушской республики в 1992 году имеет для нашего народа это и историческое значение, и фундаментальное значение, и символическое значение. Для нас новая республика — это не просто символ, не просто достояние. Для нас это вот преемственность именно вот той традиции, которая у нас шла еще с момента первого административного образования, когда ингуши еще в начале XX века заявили о своей субъектности. И Ингушская автономная область 1924-1934 года как раз-таки и служила для нас базой для того, чтобы вот в будущем иметь свою республику. В 1992 году республика была опять восстановлена как субъект Российской Федерации. Мы вот в том же составе вошли, и вот на сегодняшний день те результаты, которые мы имеем благодаря тому, что эта идея была реализована. И для этого тоже сложились, конечно, по воле Всевышнего определенные обстоятельства, которые позволили организовать, и те люди, которые стояли во главе вот этого национального движения, это люди, чье самосознание, чья подготовка и идейная, и образовательная, и патриотическая, вот все эти составляющие, они как раз-таки и сыграли свою роль, и они смогли реализовать вот эту задачу в 1992 году, и республика состоялась как самостоятельный субъект. Вот те идеи, которые несли представители нашей интеллигенции, которые стояли во главе создания ингушской государственности, они опирались на необходимость, во-первых, создания собственной государственности для того, чтобы сохранить собственную культуру, собственный язык, для того, чтобы сохранить возможность самоидентификации народа, для того, чтобы развивать национальную культуру, историю, традиции. Их нужно развивать через собственные институты, для того, чтобы сохранить вот ту уникальную историю, ту оригинальность, которая есть в народе, ту самобытность, которую сохраняет народ. Вот для того, чтобы их сохранить, необходимы были собственные институты. Но Ингушетия, конечно же, с образованием республики получила право иметь собственные органы власти. Это и парламент, и правительство.
и самостоятельно решать свои вопросы внутри своего государства, это очень большое значение имеет для любого народа. Также образовалась новая столица. Создание новой столицы это стало не только символом государственности, но и возможность иметь новые рабочие места, возможность развития культуры, поскольку для того, чтобы развивать культуру, традиции, необходима соответствующая инфраструктура. И вот город Магас как раз-таки и позволил сделать это. Сегодня мы видим, что город расширяется с каждым днем, расцветает. И для многих этот город стал, как самая молодая столица мира, очень привлекательным в качестве посещения этого города как туристического объекта. Хотя и не сказать, что город большой, но тем не менее вот его размеры и то, что сегодня город имеет, очень привлекательно для вот тех людей, которые посещают город Магас. Они восхищаются, им восхищаются нашей культурой, историей и традициями. Символом истории и культуры нашей республики сегодня стала именно вот 100-метровая башня. Это самый высокий этнографический музей, который привлекает очень многих посетителей. Магас стал культурным центром и республики, и не только республики. Его посещают очень многие туристы, которые сегодня посещают Северный Кавказ. То есть вот эта привлекательность, она пришла благодаря тому, что в свое время стало возможным и создание Ингушской республики. Ну, надо сказать, что 1992 год в плане создания республики, своей автономии, он у нас стал как бы началом новой исторической эпохи для нашей республики. Он нам дал возможность не только для как бы восстановления справедливости, но и для того, чтобы народ имел в своем развитии определенные перспективы. Для того, чтобы видеть эту перспективу, каждый человек, каждый гражданин должен видеть отношение к своему субъекту, отношение к своему народу и отношение к каждому человеку. И вот это отношение, оно очень сильно как бы отражается на самосознании всего народа. Ведь общество, оно формируется как человек своим развитием, своим образованием, своим вкладом в развитие определенных отраслей, независимо, какая бы это ни была сфера. Вот каждый человек вносит определенный вклад в развитие и республики, и государства. Поэтому данный вот аспект имеет очень важное значение. Лейла, наша программа подошла к концу. Мы благодарим вас за участие. Вас также благодарю за возможность участия в вашей программе. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили об истории ингушской государственности. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.